Вместо кондукторов цифровые терминалы. С четверга на Сыктывкарский 46-й маршрут выйдут автобусы, оборудованные стационарными валидаторами для бесконтактной оплаты. Пока это пилотный проект, но в будущем автотранспортное предприятие намерено установить цифровых кондукторов и на другие маршруты. Первым новую систему протестировал Павел Королев. Первая бескондукторная система появилась в Советском Союзе еще в 1958 году. Тогда начался постепенный отказ от кондукторов и замена их кассами. В кассу пассажир закладывал монету номиналом 5 копеек и отрывал билет. Контроля за тем, какую монету человек кинул в автомат, не было, так что технику было легко обмануть. Да и после оплаты можно было открутить от мотка сколько угодно билетов. Лучшим контролером в автобусе была совесть советского гражданина. А вот так в наши дни одним движением шуруповерта в общественном транспорте начинается платежная революция. Автобус выедет на линию уже в этот четверг. Осталось лишь установить инструкцию к терминалу. И ждать человека с сумкой мелочи больше не придется. На смену им придут вот такие валидаторы. Так уже совсем скоро фраза «передайте за проезд» может уйти в прошлое. Так в Сыктывкаре на 46-м маршруте будут тестировать новую систему бесконтактной оплаты. Так, чтобы заплатить за проезд, нужно всего лишь взять транспортную карту, банковскую карту или же сотовый телефон и поднести ее к валидатору. Все, оплата прошла. Но и это нельзя назвать ноу-хау для Сыктывкара. В феврале этого года систему уже тестировали на небольших автобусах, чтобы выявить все плюсы и минусы. Запускали мы на Мерседесах. Выпал выбор на Мерседесах, потому что у них всего одна входная дверь. Водителю будет удобнее контролировать. Рядом тут же он принимал наличную выручку. Соответственно, было проще запустить на маленьких автобусах, чем на крупных. Поэтому мы выбирали изначально Мерседесы с целью получить все позитивные и негативные отзывы. Позитивных отзывов оказалось больше, и теперь уже в больших автобусах 3 терминала, которые установлены на поручнях. 2 на центральной площадке и 1 в конце автобуса. При этом валидатор чеки не выдает. Посмотреть билет можно в личном кабинете на сайте, либо через мобильное приложение «Транспортная карта». Если у пассажира только наличные, поможет водитель. Он и рассчитает, и билет бумажный пробьет. Я думаю, это чуть-чуть прибавит какие-то проблемки, но со временем это привыкнем к этому делу и даже не будем, наверное, скорее всего, замечать это дело. Все новое, начинается тяжело, а потом будет, мне кажется, будет как бы нормально все. В случае же технической неисправности пассажир при переходе в другой автобус прикладывает карту, которую оплачивал проезд, к терминалу водителя или контролера. Извозчик уверяет, двойная оплата взиматься не будет. Но первые несколько дней пожилым людям и тем, кто не сможет разобраться в тонкостях бесконтактной оплаты, будут помогать консультанты из бывших кондукторов. В дальнейшем они усилят контрольно-ревизионную службу. Она будет проверять наличие оплаты за проезд. То есть они заходят, прикладывают к терминалу, терминал считывает информацию о картах и, так скажем, не блокирует оплату. То есть следующие пассажиры также могут произвести оплату. И, проходя по салону, проверяется, карта оплачивалась, не оплачивалась в автобусе. И также у водителя есть такой функционал, где можно к кассовому аппарату водителя приложить карту, и он покажет, была оплата или отсутствовала. Конечно, всякое новшество принимается в штыки, признаются в транспортном предприятии, и в начале трудностей не избежать. Однако опыт предприятия и других регионов показывает, что со временем весь общественный транспорт перейдет на бесконтактную оплату. Даже по Сыктывкару более 60% пассажиров налички предпочитают банковскую либо транспортную карту. Поэтому в дальнейшем транспортное предприятие намерено внедрить бесконтактную оплату и на другие городские маршруты. Павел Королев, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.